ЦИК сегодня требовал, чтобы одного принять. Это еще вчера предупредили. Завтра, говорит, придете, примите, значит. Но сегодня экзамена не будет, перенесли на следующую неделю. Потому что мы по телевидению, комиссия наша по телевидению объявила несколько раз, что всех кандидатов в президенты вместе будем принимать. Чтобы они друг друга слушали, когда спрашиваем, кто как знает, чтобы не сказали, что одного вытянули, другого затянули и так далее, чтобы разговоров не было. У нас цель такая, кроме, значит, проверки знаний, чтобы разговоров не было. А народ обманывать мы не можем. Мы как сказали, так и будем поступать. Понимаете, это политическое дело, так играться такими делами мы не имеем права. Значит, потому мы собрали и депутатов, и юристов, вот здесь целый день обсуждали и пришли к тому, что надо перенести на следующую неделю. Объявят, значит, на следующую неделю, значит, кандидатам соберутся, мы придем и проведем спокойненько, значит, аттестирование. Вот в чем дело. То есть фактически против экзамена сегодня выступила именно комиссия лингвистическая, да. Я так понимаю? Мы, значит, не согласились принять экзамен сегодня, одного человека принимать. Мы не согласились, поскольку мы народу обещали открытый экзамен, и потому, значит, мы не согласились сегодня провести экзамен. И, значит, законность нашего поступка, чтобы доказать, депутаты и юристы все здесь собрались, и они тоже пришли к тому, что экзамен надо перенести. Сам экзаменуемый тоже согласился. Мне все равно, говорит, когда скажете, говорит, приду и сдам, говорит. И вот так мы разошлись и ждем следующую неделю, когда нас позовут, придем, проведем экзамен. Там будут присутствовать журналисты, там будет из Центральной комиссии представитель, значит, и так далее. Открытый экзамен, значит, будет, чтобы никто ничего не мог сказать.